Подведение итогов 2020-го в 2021 для аграриев началось с приятного события. Рустам Минниханов вручил ключи от 43 машин для районных сельхозуправлений. Управление сельскохозяйства – это важнейшее звено в структуре Министерства сельскохозяйства, которое отвечает полностью за весь агропромышленный комплекс. 50 по 60 центнеров. Средняя урожайность нужна для того, чтобы оптимально загрузить машину. Система контроля посева, сбора урожая, тракторы и комбайны с автопилотом. Третий год подряд коллегия Минсельхоза Республики проходит вместе с масштабной выставкой ТАТ Агроэкспо. Это русские осеты. Здесь Они вам вот это осетр, да? Вот ему надо помогать, конечно, в части того, чтобы мальки у него заказ на это. Татарстанские фермеры приглашают президента в гости. Российские компании предлагают свои разработки агрофирмам республики. На экспозиции больше 200 предприятий из 30 регионов. Минимум человеческого фактора. И за счет этого хозяйство экономит время, деньги. Татарстан – один из лидеров АПК страны. В пандемийный год урожай больше 5 миллионов тонн. Ключевой показатель – индекс производства вырос. По стране республика первая по молоку, шестая по сбору сахарной свеклы, седьмая по зерну. Денежная выручка выросла на 14%, составила более 132 миллиардов рублей. Прибыль увеличилась на 3,8 миллиардов рублей. Рентабельность сельхозорганизации с учетом субсидий по ожидаемой оценке 12,8%. На развитие отрасли было выделено бюджетных средств в размере 15,7 миллиардов рублей. А это в первую очередь достижение районов и сельчан. Однако в рейтинге муниципалитетов по отрасли из года в год не меняется список аутсайдеров. И сегодня глав этих районов в очередной раз призвали начать плотную работу с хозяйствами и инвесторами. На протяжении 3 лет без изменений на последних позициях в рейтинге Верхнеуслонский, Агрыйский, Новошининский, Альметьевский районы занимают аутсайдерскую позицию и не предпринимают решительных шагов к изменению ситуации. С этого года Минсельхоз перестанет финансировать устаревшую технику и изношенные здания в хозяйствах. Вечный ремонт перестанет быть вечным. Оценка показала, что нецелесообразно финансировать объекты, у которых максимальный износ и нет возможности внедрять современные технологии. Было принято решение провести перераспределение финансирования в сумме 300 миллионов рублей со статьи капитального ремонта на приобретение минеральных удобрений. Эти деньги уходят к более рентабельным соседям. Больной точкой сегодня министр назвал парк зерноуборочной техники. В республике сейчас 3100 комбайнов, и этого недостаточно. В среднем нагрузка на одну машину 500 гектаров, а в некоторых хозяйствах доходит и до 1000. А потому одна из главных задач – техническая модернизация. Если автопарк требует обновления, то в растениеводстве главная цель – повышение плодородия. Животноводство же, впрочем, как и вся отрасль, переходит в цифру. Каждому животному присваивается уникальный номер. Это позволяет вести реальный учет поголовья и предотвращать вспышки заболеваний. Особое внимание фермерам. Они производят больше половины продукции сельского хозяйства в республике. Чтобы помочь с реализацией, для них создание потребкооперативов и грантовая поддержка. Приоритет и кормовым центрам. В этом году начнется строительство 20 таких объектов. Страна второй год прирастает, а Татарстан в этой части является лидером. Поэтому спасибо большое животноводам. Знаем, что есть амбициозные планы. Вставляют палки в колеса, птичий грипп и африканская чума свиней. По ним часть районов сейчас на карантине. И за это Рустам Минниханов сегодня подверг критике ветеринаров. Вы нас вовремя не предупредили, мер не приняли. А это значит, давайте более жесткая работа в части ветеринарного контроля. Проблема и с кадрами. Только 1 из 5 выпускников аграрных вузов остается работать в отрасли. Большинство из них – бюджетники. Есть достаточно много примеров, которые не совсем, это не зарплата. Он или воровать должен, или что-то такое, приходить на работу только чтобы что-то унести с собой. Отдельная критика президента в адрес глав районов, где сократилось поголовье скота и низкие показатели по надоям. Ряд районов вообще не имеет никаких перспектив, не ищут, не думают. Глава должен определиться. Ты работаешь, ты отвечаешь за свою территорию. Я считаю, что
Надо сделать выводы, коллеги. В целом же работа в сельском хозяйстве признана успешной. А чтобы помочь аграриям удержать планку и подняться еще выше, сегодня Татарстан подписал соглашение с Росагролизингом. Салават Мухаммадуллин, Алмазиатдинов, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.